Итак, всем привет, друзья! Меня зовут Эдвард, и у меня для вас отличные новости. Если вы смотрите это видео, значит вам отвечает Вселенная. Не больше, не меньше, но это так. Иначе просто это видео не попало бы к вам в руки. Итак, наверняка ты задавался вопросом, каким же образом начать свое дело. Ты хочешь от жизни такого чего-то большего, да? Ты хочешь какой-то свободы, независимости, но в то же время ты понимаешь, что для этого нужно работать. Ну, то есть я имею в виду не обычную работу, да, работать на работе, а работать на себя. Работать для того, чтобы развиваться, работать для того, чтобы открыть свое дело. Итак, если ты готов, давай я попробую тебе рассказать, каким же образом начать свое дело. И еще как бонус расскажу, да, каким образом, научившись зарабатывать 15 тысяч рублей, ты можешь стать миллионером. Когда ты начинаешь об этом задумываться, ты думаешь, а действительно ли я тем занимаюсь? А неужели нет никаких, не знаю, какого-то другого выхода, чем я могу заняться? Неужели там возможностей каких-то других нет, да? Большинство людей, к сожалению, там плывут по течению и, ну, как бы подворачивается работа, о, я устроюсь туда, или там с кем-то знакомятся, там, они предлагают бизнес, тогда, о, посчастливилось, там, познакомиться с нужным человеком, открыли какой-то бизнес, да? А что если взять все в свои руки, допустим, самому все инициировать? Вот взять и подумать, а почему я сам этим не занимаюсь? Почему? И просто попробовать взять все в свои руки. Вот для таких людей я вот это видео и записываю. А теперь я хочу рассказать о бизнесе, да. Почему не все занимаются этим? Потому что там есть свои определенные проблемы, и есть свои плюсы. В работе найме то же самое. Есть какие-то свои проблемы, есть какие-то свои плюсы. Те, кто работает по найму, они чувствуют себя более уверенно в завтрашнем дне, потому что знают, что зарплата упадет, но они не свободные, ну, ты сам знаешь, да. Любой бизнес, основа любого бизнеса – это продажи. А продажи могут быть только в том случае, если есть люди. То есть люди покупают, правильно? А люди покупают у тех людей, у которых они знают. У тех людей, которым они доверяют. У тех людей, к которым они относятся лояльно. Вот спроси любого предпринимателя, они скажут вам, что самая-самая действенная и эффективная реклама – это сарафанное радио. А что такое сарафанное радио? Это же просто знакомство личное. Но это когда одни люди, вот допустим, те люди, которые вас уже знают, те люди, которые вас уже уверены в вашем товаре, в вашем бизнесе, они рекомендуют другим людям. Те люди приходят к вам и что-то покупают. А они дальше становятся вашими лояльными клиентами, узнают ваш бизнес, вас лично и рекомендуют дальше и дальше и дальше. Таким образом работает сарафанное радио. А что касается других реклам, традиционных реклам, да, там есть определенные риски. Во-первых, нужно вкладываться. Во-вторых, нужны немалые знания в сфере маркетинга, потому что если ты просто возьмешь и какую-то рекламу сделаешь, ты будешь просто очередной, как сказать, капелькой в море, потому что таких реклам очень до хрена. И для того, чтобы сделать действительно работающую рекламу, тебе нужны большие средства и очень хорошие познания в маркетинге. Так что самая-самая популярная, самая-самая действенная реклама – это, конечно же, сарафанное радио. Так, каким же образом начать привлекать в свой бизнес других людей? Каким же образом начать первые продажи, да? Для того, чтобы все это запустить, тебе просто нужно знакомиться с людьми, работать над своим личным брендом. То есть, заниматься нетворкингом, знакомиться с нужными людьми и развивать свои социальные сети для того, чтобы стать более узнаваемым, для того, чтобы у тебя был какой-то личный бренд. Сейчас, кстати, по поводу личного бренда столько много разговоров, что человек может запутаться, что за это личный бренд, что это такое. На самом деле это просто, как сказать, личный бренд делается для того, чтобы человек стал... Есть такое понятие, как инфлюенсер. То есть тот человек, который влияет на кого-то. Тот человек, кому прислушивается. Тот человек, который имеет какое-то свое... влияние имеет. Но согласитесь, есть же там, допустим, условно назовем их блогеры, да, которые там фотографируют свои сиськи, попу, выкладывают и, получается, набирает очень много людей. Но такие аккаунты ничего не продают, потому что туда подписываются какие-то
подростки, и по сути они просто являются как мертвые балласты, да. А для того, чтобы действительно какие-то качественные продажи были, тебе нужно работать над своими социальными сетями, чтобы собирать единомышленников, тех людей, которые импонируют к тебе, тех людей, которые действительно будут прислушиваться к тому, что ты говоришь. И каким же образом все это начать? Итак, давай теперь поговорим о проблемах и там, и там. Когда ты занимаешься нетворкингом, какие могут быть проблемы? Вроде бы так просто, да, просто бери и знакомься, не хочу, да, но на самом деле не так просто. Ты не можешь просто так взять и познакомиться с любым человеком, тебя интересующим, да. Для того, чтобы познакомиться с этим человеком, тебе нужен определенный повод, веская причина какая-то, да. А если ты захочешь просто с этим человеком познакомиться для того, чтобы что-то продать, опять-таки, ты будешь встречать очень много сопротивлений. Проблема продвижения и ведения аккаунтов в социальных сетях в чем заключается? Для того, чтобы продвигаться в социальных сетях, ты должен стать интересным человеком. То есть ты должен писать классные посты. Многие ошибочно считают, то, что для того, чтобы продвигаться в социальных сетях, у тебя должен быть писательский талант, и у тебя должно быть там тонна харизмы. Но на самом деле это не так. Для того, чтобы продвигаться в социальных сетях, ты должен какую-то тему найти и копаться в этой теме, стать экспертом. Да? И у многих людей возникает вопрос: а о чем писать? То есть, тем очень много. Допустим, я могу про птичек написать, про готовку написать, да. Меня все вокруг интересует, и я всеми вокруг интересуюсь, да. И я начинаю обо всем этом писать, мой аккаунт тогда получается обо всем и ни о чем. А для того, чтобы собирать вокруг себя единомышленников, нужно заниматься чем-то определенным. И тут на помощь приходит моя система, которая решает эти две основные проблемы. И сейчас я расскажу, что это за система. Система называется «Продажи в удовольствие». Я над этой системой работаю уже больше года. И она очень простая, но очень эффективная. В чем она заключается? Вот смотрите. Во-первых, для того, чтобы начать работать по этой системе, вам нужно найти свои истинные увлечения. На самом деле очень многие люди не задумывались даже, да, что для них является истинным увлечением, что для них является призванием, может даже сказать миссия какая-то, да, определенная, что является миссией. И ты, например, задумывался об этом, чем ты хочешь заниматься, что тебе будет приносить массу удовольствия и очень хорошие деньги. Когда-нибудь думал об этом? Подумай, пожалуйста, над тем, что конкретно, чем занимаясь ты, можешь получать что может тебя мотивировать безгранично, да? Над какой темой ты можешь с утра просыпаться и прям бежать со всех ног на работу, получается, заниматься любимым делом. Ты готов прям заниматься этим бесплатно, да? Потому что просто это приносит тебе удовольствие, и ты знаешь, что рано или поздно, занимаясь этим делом, это дело принесет тебе какие-то плоды. Есть такое дело? Ты когда-нибудь задумывался об этом? Для того, чтобы это узнать, есть определенные тесты, которые можно пройти, там несколько способов есть, да, но я углубляться не буду. Так, во-вторых, что нужно сделать после того, как ты нашел свое истинное увлечение, это нужно распланировать, то есть поставить точку А, это то, где ты сейчас находишься, а потом поставить точку Б, это то, куда ты стремишься. Но эта точка Б не обязательно деньги. То есть я сейчас нахожусь на точке А, на уровне любителя, там начинающего, да, а точка Б это, зарабатывать 300 тысяч в месяц. Цель может быть такая, но точка Б может быть такая. Но точка Б еще может быть немножко другая. Допустим, я могу себе поставить точку Б, набрать какое-то количество подписчиков, или собрать сколько-то людей, какой-то семинар устроить, или узнать что-то, да, определенно чему-то научиться. В общем, поняли, да, точку Б надо поставить. И разделить это, конечно же, по времени. То есть оптимальное время это 1 год, то есть за 1 год мы планируем все это. Потом разбиваем все это на мелкие шаги, на мелкие задачи, решая которые мы приближаемся к точке Б.
И вот тут очень пристальное внимание уделите, да. Тут я сейчас расскажу то, что открывает всю прелесть вот этой системы продажи удовольствия. Итак, внимание. Когда вы планируете вот путь от А до Б, распланируйте вот эти пути, вот эти точки, да, с помощью нетворкинга. Что это означает? Ну, допустим, если я люблю, условно говоря, готовить, и я хочу, допустим, моя точка Б – это открыть службу доставки еды или какой-то ресторан, да, и я планирую, конечно же, то, что мне нужны какие-то средства, нужны какие-то знания, и я все это планирую через встречи с людьми, через нетворкинг. Вот, например, для того, чтобы дойти до точки Б, мне нужно познакомиться с поваром, да, с несколькими поварами, да, узнать у них там про кухню, узнать про технологию. И я могу познакомиться с предпринимателями для того, чтобы узнать, каким же образом открывать свое дело, с чего лучше начать. Я могу встретиться с бухгалтером для того, чтобы узнать, ИП мне открывать или ООО открывать, да, что будет лучше, или вообще ничего не открывать. Я могу встретиться с блогерами, да, для того, чтобы узнать, как продвигать себя в Инстаграме или в других социальных сетях. Я могу встретиться с дизайнером, допустим, для того, чтобы поговорить, каким образом можно устроить интерьер, там, каким образом сделать интерьер, чтобы интерьер влиял на продажи или что-нибудь такое. Да, тем на самом деле очень много. И вот по такой же логике я могу встречаться абсолютно с разными людьми, а встречаться я буду для того, чтобы писать посты. То есть, понимаете, да, сразу первая задача закрывается, то, что у меня есть причина, появляется причина встречаться со всеми подряд, с теми людьми, которые мне действительно нужны. А вторая, это я закрываю проблему продвижения аккаунта. То есть я становлюсь автоматически интересным человеком, потому что очень многих людей останавливает тот факт, то, что они не являются экспертами в своей сфере. Допустим, вот возьмем того же повара, да, я вот повар, люблю готовить, но я не какой-то крутой шеф-повар, да, который может очень классно там видеорецепт сделать или там рассказать, как что готовить, да. А для этого я могу просто с этим человеком встретиться и написать про него пост, написать то, что он говорит. И таким образом я наполняю свои аккаунты качественным контентом. Работаю над тем, чтобы мой контент был качественный. И вот в этом и заключается вся прелесть этой системы. То есть планировать путь от точки А до точки Б с помощью разных встреч. И в-третьих, что нужно сделать? Это начать действовать. Тем более ты уже получил эти инструменты, каким образом заниматься нетворкингом, да, то есть как знакомиться с людьми и каким образом продвигать свой аккаунт. И, кстати, забыл тебе еще один прикол сказать. Когда ты знакомишься с этими людьми и начинаешь о них писать какие-то посты, ты можешь попросить вот этого человека написать что-то подобное о тебе, ну или хотя бы сделать упоминание, то что вот сегодня я встретился с Эдвардом, он такой интересный человек, написал обо мне пост, и он может репост сделать у себя на странице, и тем самым его аудитория может перейти к вам. Понимаете? И тем самым, насколько больше встреч я делаю, настолько потенциальных подписчиков я беру, получается, у этих людей. И вот так работает эта система. Так, на чем я остановился? Да, вот третье. Начни действовать. Многие скажут, да, конечно, заниматься своим делом это круто, заниматься своими увлечениями, но жить на что-то надо. То есть нужно как-то сразу зарабатывать, да. Очень многих останавливает именно вот этот вопрос. Вот я начну заниматься своим делом, но для того, чтобы были какие-то деньги, все равно какое-то время должно пройти, да, для того, чтобы, ну, во-первых, закрыть свои затраты, там, первоначальный капитал и все такое. Ты можешь, конечно, заниматься этим параллельно, то есть работать на работе, то есть заниматься тем, что тебе сейчас приносит доход, и параллельно вот заниматься своими увлечениями, да. Но это будет не настолько эффективно, как если бы ты прям все бросил и головой окунулся именно в свое дело, да. Но я тебе еще предлагаю заниматься сетевым бизнесом. Почему? Сейчас я отвечу на этот вопрос. В сетевом бизнесе люди встречаются ровно с такими же проблемами, которые я вот выше указывал, да. То есть, когда ты вступаешь в сетевой бизнес, тебе говорят:
сделай список там из 100 людей, всех своих знакомых, незнакомых, одноклассников, там, не знаю, односадников, всех найди и начни всех обзванивать и предлагать продукт. И когда ты начинаешь, говоришь, да, сэр, слушаюсь, и ты начинаешь этим заниматься, ты делаешь этот список, берешь телефон и начинаешь звонить. Привет, Вася, там, как дела, давай встретимся. И, конечно же, этот Вася спрашивает, о, привет, у меня все нормально, а для чего, а зачем встречаться? И ты такой говоришь, ну, я хочу тебе предложить крутой продукт, или там, ну, у меня есть бизнес, давай, короче, встретимся, я расскажу. И тут Вася говорит, ну, знаешь, я, наверное, занят, там, ну, знаешь, мне там не получается. Короче, он вежливо тебе отказывает. А если ты звонишь незнакомому человеку, бывали даже такие случаи, когда тебя прям посылают. И все. И конверсия вот таких звонков, она очень маленькая. Допустим, для того, чтобы назначить одну встречу, тебе нужно сделать десятки звонков. Конечно же, это огромный стресс. Ты звонишь, тебе все отказывают, от этого появляется какой-то стресс, и ты прям не хочешь этим заниматься. Да? Вот эта проблема самая основная. Вот несмотря на то, что ты любишь свой продукт, да, ты действительно уверен в том, что этот продукт работает, ты искренне хочешь помочь этому человеку, да, просто показать то, что есть такой продукт, который решит очень многие твои проблемы, ты с такой открытой душой звонишь, а тебе говорят нет, и ты такой, печалька. Вот на этом все заканчивается. Еще вот вторая проблема, которая встречают сетевики, это продвижение аккаунта. То есть есть люди, определенные люди, наверное, сейчас таких стало большинство, которые приходят в сетевой благодаря блогерам. То есть они где-то в Инстаграме или в каких-то других соцсетях видят то, что вот какой-то человек рекомендует, да, вот какой-то товар, он встречается с этим человеком и говорит, о, классно, я хочу точно так же, как и ты, короче, работать. И он вступает в бизнес и думает там, ага, сейчас выложу пост, и все, заказы попрут, а не тут-то было. Вот человек вступает, пишет там что-то, да, о своем продукте, но ему никто не пишет. Для того, чтобы кто-то написал, должно пройти очень много времени. Но тут о никакой стабильности речи не идет. Все почему происходит? Потому что этот человек не блогер, этот человек, просто аккаунт, там, у него было там, не знаю, 500 подписчиков, 1000 подписчиков. И поэтому они вступают в бизнес, потом очень быстро разочаровываются, да, вот эта штучка не работает, никто не хочет покупать. А дело-то в том, что они не являются инфлюенсерами, то есть теми людьми, которые влияют на мнение людей, то есть теми людьми, у которых есть какой-то авторитет, да. И для того, чтобы это сделать, вот те люди, которые вступают в сетевой бизнес, очень долго и нудно начинают работать над тем, чтобы заработать себе личный бренд. От этого и весь этот сыр-бор. Работа над личным брендом. И все эти проблемы, с которыми сталкиваются те люди, которые вступают в какую-то сеть, можно решить очень легко с помощью вот этой системы, да, продажи в удовольствие. То есть ты автоматически закрываешь проблему со знакомствами и автоматически закрываешь проблему над продвижением сети. Ты знакомишься с кем угодно, со всеми, там, допустим, ты можешь зайти в Инстаграм, набрать номер телефона любого человека, назначить встречу не для того, чтобы продать, да, а для того, чтобы написать о нем пост. Почему это очень важно? Когда ты звонишь для того, чтобы что-то продать, вот, как я и говорил, да, то человек сразу это чувствует. И, во-первых, он должен согласиться на встречу, а когда ты придешь на встречу, и ты тоже будешь сидеть напротив него, да, и будешь пытаться что-то продавать, тогда человек это очень сильно чувствует. И вот тебе нравится, лично тебе, когда тебе что-то впаривают? Никому это не нравится. А вот когда ты работаешь по этой системе продажи в удовольствие, ты звонишь человеку не для того, чтобы продать, а для того, чтобы узнать его мнение, для того, чтобы написать про него пост. То есть ты показываешь тем самым, что этот человек важен для тебя, ты оказываешь ему какое-то уважение, да.
ты приходишь на встречу, и ты начинаешь с ним общаться на эту тему. И по мере общения ты начинаешь узнавать о человеке больше, ты начинаешь узнавать, чем он живет, ты начинаешь узнавать, какие у него проблемы есть, ты начинаешь узнавать, куда он стремится. И тогда, когда у вас между вами какая-то связь уже налаживается, ты совершенно естественным образом начинаешь предлагать свою помощь в виде тех продуктов, которые ты предлагаешь. Человек, о чудо, да, только в этот момент начинает к тебе прислушиваться. И вот таким образом эта система работает и с традиционным бизнесом, и с сетевым бизнесом. Оно даже усиливает друг друга. Почему? Потому что начальный капитал практически не нужен, да, для того, чтобы начать сетевой бизнес. Ты можешь сразу с первого же месяца начать зарабатывать. Задача любого сетевика в нашей компании – это научиться зарабатывать хотя бы 15 тысяч рублей в месяц на своих продажах. А когда ты научился продавать, зарабатывать эти деньги, ты можешь тому же самому обучать других людей. То есть, допустим, ты подключаешь 10 новых людей и обучаешь ему тому же самому, что умеешь сам. И все эти люди, они называются твоей сетью. И вот в чем прикол. Когда вот сеть твои люди начинает продавать, то же самое делать, да, 15 тысяч зарабатывать в месяц. И ты со всей сети, своей структуры, получается, получаешь 20% ежемесячно. То есть это в сумме получается 150 тысяч. И 20% от 150 это 30 тысяч рублей. Плюс твои 15, которые ты заработал. Это получается 45 тысяч рублей в месяц. И еще дальше прикол. Те люди, которых ты пригласил, 10 человек, да, они тоже могут пригласить столько же людей. Там 10, 10, 10. Это получается в сумме 100 человек. И тогда вся сеть в месяц будет зарабатывать сколько? 150, 1 500 000. От 1 500 000 20% это 300 тысяч рублей. Плюс твои 15, которые ты заработал на личных продажах. Потом все эти люди приглашают еще людей, то есть еще 10 людей, да. Получается в твоей сети уже 1000 человек. Они в сумме зарабатывают 15 миллионов. 20% от 15 миллионов это уже сколько? 3 миллиона. И плюс твои 15 тысяч рублей, которые ты заработал на своих продажах. Но, конечно же, не все так просто. Если бы было это все так просто, все бы начинали заниматься сетевым бизнесом, да? Но я тебе рассказал, я тебе дал те инструменты, с помощью которых ты можешь начать заниматься своим любимым делом, открыть свой бизнес, да? И те инструменты, с помощью которых ты можешь круто стартануть в сетевом бизнесе. Если тебя заинтересовала вот эта тема, не откладывай ничего, просто переходи по ссылке в описании внизу под этим видео, где ты увидишь еще одно видео, где я расскажу, что это за система такая продажа в удовольствие, более подробно, да. Я помогу тебе найти свое истинное увлечение, там нужно пройти определенный тест. Ну и расскажу, каким бизнесом занимаюсь я сам, что за продукты я продвигаю. Поверь мне, они действительно классные. Ну все, увидимся там.